как Минздрав организует мероприятия профессиональные в праздничные дни, что сделано, какая работа в целом проведена, будем ли мы обеспечены в выходные дни дежурными бригадами, не будет ли проблем, как у нас с медикаментами. Предлагаю лишний раз это все освежить в памяти и быть уверенным в том, что в выходные и в целом в праздничные дни не будет никаких проблем. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия остается настораживающе тревожной. За прошедшую неделю наблюдался незначительный спад. Обращались в медицинские учреждения меньше граждан, количество выявляемых случаев снизилось. Но ситуация немного сложнее в наших районах, в восточных районах Абхазии. Мы ожидаем рост числа заболевших в связи с игнорированием населения запрета на проведение торжественных мероприятий, предстоящими, новогодними праздниками, а также с прошедшим в Абхазии 21 декабря несанкционированным митингом, где было большое скопление наших граждан. Медучреждения уже готовятся к этому, формируются дополнительные бригады. Также при необходимости будут открыты дополнительные отделения в Гудаутском ковидном госпитале. На 30 декабря по республике в стационарах проходит лечение 152 пациента с коронавирусной инфекцией, из них в тяжелом состоянии 57 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией 37 784 человека. Выздоровело 30 168. К сожалению, 557 летальных случаев. За сутки прошедшие тестирование на ковид проведено у 402 человек, диагноз подтвержден у 94 из них. Также в республике проходит вакцинация, темпы не совсем большие. На сегодняшний день вакцинировано всеми видами вакцины Light и Спутник Ви 15 133 человека. 10 тысяч человек уже получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом о вакцинации. Пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции во всех районах Абхазии будут работать и в праздничные, и в выходные дни согласно графикам, которые мы представили на оперативном штабе. Еще хотел бы дополнить, что 28 декабря доставлено 1500 доз вакцины «Спутник Лайт». Наши граждане могут вакцинироваться согласно графику работы пунктов по вакцинации в Республике Абхазия. Эта вакцина на данный момент хранится с соблюдением всех норм на складах Минздрава. Наши пункты вакцинации, мы специально их открываем и в праздничные дни, для того, чтобы наши граждане имели возможность в эти длинные каникулы прийти в пункты вакцинации и вакцинироваться. Несмотря на то, что длинные каникулы, но у нас есть график, мы это официально на сайте Минздрава опубликовали. Какая есть альтернатива вакцинации? Задаю банальные вопросы, но приходится это делать. Какая альтернатива? Вакцинация – это единственный способ сохранить свою жизнь. Население игнорирует меры. Потом мы видим рост числа заболевших. В наших учреждениях, я могу сейчас дать информацию, вот на сегодняшний день находится в ковидных отделениях 152 пациента, в Гудаута 75, инфекционная больница 38, Тхварчал 17, Ачимчира 13, Гагра 9. 57 тяжелых пациентов на сегодняшний день находятся в стационарах республики. Вот такая ситуация. Какие проблемы с лекарственными препаратами, которыми мы лечим больных? Все необходимые препараты для лечения COVID-19, за исключением тех препаратов, о которых мы говорим, Актемры и Артлегия, все лечебные учреждения обеспечены. Мы буквально несколько дней назад проводили большое совещание, был также оперативный штаб, где эти вопросы все проговаривались. Далее, учитывая длинные новогодние праздники, как я уже ранее говорил, нами сформированы дежурные бригады для усиления и при необходимости открытия дополнительных отделений в ковидном госпитале. При необходимости, еще раз повторяю. Поэтому мы пытаемся идти на шаг вперед и вот эту ситуацию при необходимости, чтобы мы уже к этой ситуации как бы были готовы. С лекарствами проблем не будет? Со снабжением, если вдруг что-то там резко произошло, не будем искать, как это принято говорить, заведующего складом, который куда-то уехал. Мы все на телефонах, все службы предупреждены, все находятся в зоне телефонной связи. Если какие-то ситуации будут форс-мажорные, мы, как и ранее, открывали при необходимости ночью склады, и это все будет сделано
также для того, чтобы помочь нашим гражданам, никаких проблем с этим не будет. За этот год в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией госпиталя были обеспечены на сумму 238 миллионов рублей. Это только те госпиталя, которые вот я перечислю сейчас. ЦРБ Гудаутского района на 122 миллиона, инфекционная больница города Сухум на 50 миллионов, ЦРБ Гагарского района 25 миллионов, ЦРБ Ткачевского района на 5,3 миллиона, ЦРБ Чемчирского района 14 804 и мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, который находился здесь и оказал нам помощь на 19 миллионов рублей. Мы оказали помощь лекарственными и биопрепаратами, которые необходимо было. Помимо этого, и он оказывает и помощь в плане лечения, не останавливая лечебный процесс, оказывает на экстренную помощь необходимыми лекарственными препаратами в рамках целевых программ, которые ежегодно утверждаются. Вот в части, если брать республиканскую больницу, на 75 миллионов была обеспечена. Но хочу заметить, что из этой суммы 38 миллионов это занимает целевая программа по гемодиализу, оказание помощи диализным пациентам. И, как вы знаете, в республиканской больнице мы выделили блок для лабораторной диагностики ковид-пациентов, который непосредственно не касается другой лаборатории. Для исследования биоматериала было выделено 7,5 миллионов, это по ковиду. А также республиканская детская больница на 3,6 миллионов, психиатрическая больница на 3 миллиона, противотуберкулезный диспансер 11 миллионов. Дело в том, что у нас целевые программы, которые обеспечивают туберкулезных больных препаратами, в рамках целевой программы была осуществлена данная выдача препаратов. Реабилитационный центр города Гагры. Как вы все знаете, ортоцентр есть при реабилитационном центре, который занимается протезированием конечностей инвалидов. И на эти мероприятия за этот год было отпущено комплектующих на протезирование в районе 10 миллионов рублей. Так что все эти комплектующие были доставлены группам Абхаз-Фармация и было передано им. Ну и остальные лечебные учреждения, в общем, другие лечебные учреждения и перечисленные мною было отпущено на 147 миллионов. Это помимо ковид-госпиталей. В рамках проводимых мероприятий по борьбе с ковид мы занимаемся диагностикой и лечением. В плане диагностики от коронавирусной инфекции, непосредственно ПЦР-диагностики, было Минздравом приобретено на ПЦР-исследование на 47,7 миллионов рублей. 3 недели тому назад было передано республиканскому СЭС на 36 тысяч исследований, на проведение исследований, необходимые тесты и медицинские изделия для проведения лабораторной диагностики. Так что это количество, которое было передано, он перекрывает с учетом того, что какая тенденция сейчас на исследования замечаем, это январь-февраль мы перекрываем. Касаемо остатков лекарственных препаратов, которые на сегодняшний день мы имеем на складах. Необходимые лекарственные препараты, помимо мой руководитель, министр здравоохранения озвучил, помимо биопрепаратов, которые на сегодняшний день, они в дефиците не только у нас, они в дефиците везде. Несмотря на этот дефицит, я хочу озвучить
значит, цифру. За 2021 год на биопрепараты было потрачено 54,5 миллионов рублей. Цифра большая, это все для наших граждан. Вот коротко, если Артлегия, значит, 919 упаковок на 44 миллиона. Актемры 117 упаковок на сумму 7,6 миллионов. Ну, Эльсира 21 упаковка на 1 400 000. И еще есть препарат, так называемый Хумира, 13 упаковок, это 917 тысяч рублей. Начнем с ковида. Те запросы, что идут со стороны Минздрава, соответственно, со стороны медицинских учреждений, препаратами обеспечены, наверное, я не обманусь, скажу, практически на 100% всегда на протяжении всего года. По всем позициям биопрепараты мы отдельно рассматриваем, о них отдельно скажу. На сегодняшний день, в преддверии новогодних и праздничных дней, медицинские учреждения уже медикаменты получили. Соответственно, в праздничные дни тоже определены дежурные дни, когда склад будет работать и отпускать этим медицинским учреждениям препараты. В принципе, на выходные праздничные, как и на весь январь, медикаментами обеспечен. И Минздрав обеспечен, и РУП страхует наличием каких-то остатков. Здесь никаких у нас проблем не предвидится. Что касается биопрепаратов, о которых озвучено здесь, Ахра Иванович озвучил, Актемра, к сожалению, помимо дороговизны, как таковой, она дефицитная продукция на сегодняшний день в масштабах, мировых масштабах, можно так сказать. Крупные государства выкупают эту продукцию, заказы на год вперед. То есть их, в принципе, приобрести очень сложно. Но определенные наработки есть. Определенные есть обещания, возможно, в январе месяце ситуация в лучшую сторону изменится. Заранее трудно загадывать, но есть определенная вероятность. На сегодняшний день запасов, к сожалению, практически очень мало. У нас есть некоторое количество препаратов Хумира, это один из аналогов препарата Артлегия. И ждем вот буквально в первую неделю следующего года поставку препарата Артлегии. В текущем году продолжились мероприятия по финансовому обеспечению защиты населения от ковид. Год завершается с объемом в 525 миллионов 520 тысяч рублей с 1 января по текущую дату. Если об основных направлениях, наверное, я коротко тоже проинформирую. Большая часть, конечно, направлена была на приобретение медикаментов, медицинских изделий, инструментария медицинского для лечебных учреждений, где расположены ковид-больные. 43 миллиона рублей было направлено на приобретение кислорода. Здесь вот министр здравоохранения и по вашему поручению сейчас только что озвучил, что готовятся уже на завершающей стадии документы по реанимации, возобновлению, станции по производству кислорода. Полагаем, что в скором, как только будут эти документы готовы, завершены, мы сразу откроем финансирование, это значительно тоже сократит расходы. Но прежде всего, наверное, расходы по доставке и риски сократит. Мы знаем, что в последнее время цена на кислород немножко снизилась, и вот мы к этому тоже думаем, что если на территории Абхазии, то тогда... Я вклиниваюсь в разговор, но у нас были недели, когда цена на кислород подскочила до 110 тысяч рублей за тонну. Представляете? Какие деньги? Вот 40, сколько? 43? 43. 43 миллиона кислород забрал. А нам намного дешевле обойдется ремонт этой станции, о которой мы говорим. Да. Поэтому я тороплю. Давид, кто занимается у нас в аппарате оценкой? Меня не интересуют никакие рамки. Это наши общие рамки. Согласуйте быстро. Нам нужно прямо с Нового года, а эти люди готовы это сделать сразу после именно новогодних праздников. 1, 2, 3, 4 прошло, 5, они готовы приступить к работе. Готовы приступить к работе. Мы должны реанимировать эту станцию. Это маленькое предприятие, но очень важное для Абхазии.
Там были трудности, кто взял в аренду, какое правовое регулирование. И в этом тоже надо нам, кстати, разобраться, что у кого находится в аренде, в СВТ в частности. Надо сделать так, чтобы у нас был свой кислород. Когда это будет, тогда мы можем быть уверены в том, что не будет таких тревог, которые бывали и в прошлом году, и в этом году. Расходы по приобретению необходимых медикаментов для ковид и не только для ковид больных, в принципе, у нас находится на особом режиме финансирования, доводится достаточно оперативно, масштабно, вот, что позволило значительно сократить числящуюся задолженность. Сейчас порог, по сути, только текущий. Я уже говорил с руководством Минздрава, с руководством РУП Абхазфармации. В первый рабочий день, совместно, я имею в виду, даже чтобы до конца деньги дошли, как на территории Абхазии, так и в Российской Федерации, средства будут направлены сразу же, моментально. Тут же там у нас есть некоторые позиции по контрактам, где проавансированы платежи, и вот с начала года обеспечено будет дальше финансированием. В отношении кислорода мы тоже докладывали вам о том, что 4 миллиона рублей последний платеж буквально совсем на днях был сделан. Вот первая партия в 16 тысяч поступила в Гудаутскую, 5-го, да, еще 16 тысяч. Вот, и при необходимости аналогичная ситуация по поставке кислорода сразу же в первый рабочий день полностью будет обеспечена. Мы деньги на систему здравоохранения, особенно на ковид, постоянно резервируем. Постоянно для этих целей находится резерв вне зависимости от других, тоже не менее важных расходов для нашего государства. В целом расходы только за счет бюджетных средств, значит, 2 года. С марта прошлого года, первый платеж, когда был сделан на эти цели, по сегодняшний день 776 миллионов рублей. Это без учета средств оказания финансовой помощи гражданами, значит, юридическими лицами, там, индивидуальными предпринимателями. 776 миллионов рублей прямые расходы на борьбу с ковид. Продолжается выплата доплат медработникам, задействованным в ковид. Сегодня выплата у нас находится обеспеченным по ноябрь месяц. Вчера мы с министром здравоохранения об этом тоже говорили. К нам поступила заявка за декабрь, но с учетом того, что платежи в любом случае они попадут под выходные дни, аналогичная ситуация будет происходить и в первом рабочем дне следующего года. Выплата пройдет сразу же. Мы начислим средства, чтобы люди спокойно получили вознаграждение за дополнительную работу в ковид-центрах. Мы не принимаем никакие упреки, что государство, власть не занимается здравоохранением, не занимается борьбой с ковидом. Так? Это пустопорожние разговоры тех, у кого много времени на эти разговоры. У нас времени на пустые разговоры нет. Минздрав конкретно занимается этой проблематикой. Абхазфармация конкретно занимается этой проблематикой. И дальше мы будем наращивать усилия. Все остальное – это факторы, связанные с нашей дисциплиной, а точнее с нашей недисциплинированностью. И граждан, и руководителей разных заведений. Если мы сможем хотя бы процентов на 30, на 40 улучшить темпы вакцинации, у нас ситуация будет меняться. А как нужно объяснять, еще скажите, пожалуйста, как нужно объяснять педагогам школ, которые в общем числе 17,7% провакцинированы, и в целом по Абхазии? Это крайне неудовлетворительные темпы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем и обращаемся к нашим гражданам. Надо вакцинироваться. Других эффективных, быстродействующих способов борьбы с ковидом пока нет. Возможно, завтра появятся какие-то таблетки, я какие-то беру, конечно, в кавычки, таблетки или что-то еще. Ученые этим занимаются, российские ученые этим занимаются очень активно. Когда будет доступ к этим лекарствам. Но пока
Пока есть вакцины, которые работают. Я вчера ревакцинировался, вчера. Мы наблюдаем тенденцию к увеличению количества вакцинированных. С чем это связано? Мы думаем, что это работа, которую мы проводим после того, как вы устное поручение поставили перед главой города. Мы начали работу конкретно с социальной сферой. Это значит управление здравоохранения, все лечебно-профилактические учреждения. По ним была проведена работа, согласно которому все сотрудники этих ЛПУ предоставили или QR-коды, или свидетельства о вакцинации, результаты анализов на антитела. Соответственно, более 70% сотрудников привитых или переболевших, у которых наблюдается уровень антител. Соответственно, такая же работа была проведена с управлением образования города Сухум. Там ситуация чуть посложнее, но в общем мы занимаемся, чтобы количество привитых учителей увеличилось. Недостаточно. Тут все в шаговой доступности. Если в районах сельчанам надо приехать для этого в районный центр, то тут все в доступности шаговой, но все равно это очень мало. Вот таблица, которую приготовил Минздрав. Отчет по вакцинации спутником Лайт с 10 августа по 28-12 этого года. ЦРБ Чамчирского района 80 человек. ГАЛ 63, Гулрыбш 546, Гагра 591, Гудаутская районная поликлиника 540. В районах очень плохо, одним словом. И мы высказываем от имени штаба серьезные претензии руководителям районов, руководителям сельских администраций. Это очень плохие темпы вакцинации. Отчет вот с 18 ноября по 28-12, ну то же самое. Всего-навсего вакцинировалось 2662 человека. И опять подавляющее число – это город Сухум. А Чамчирский район – 192 человека, Кварчальский район – 56, ГАЛ – 26, Гулрыбш – 187, Гагра – 370, Гудаута – 350. Действующее распоряжение пока работает, остается в силе. Мы в январе, сразу после праздников, там через несколько дней, соберемся и обсудим, если ситуация будет позволять, снятие ограничений, которые сегодня действуют в сфере культуры, ну и так далее, если ситуация позволит. Надеемся на то, что эти каникулы, которые идут сейчас, позволят изменить ситуацию в школах. Но к нашему общему счастью, у нас в школах не была ситуация острая или крайне острая, тем более, и в детских садах. Но опять наша уверенность состоит в том, что если мы резко увеличим число вакцинированных учителей и воспитателей в детских садах, все изменится в лучшую сторону. Мои поздравления вам всем, кто нас слышит. Новогодние поздравления, наилучшие пожелания. Забот у нас очень много, трудностей очень много, но мы уверены в том, что будем их преодолевать совместными усилиями.